Продюсерская компания «Уралстарс» представляет. Мне кажется, это место идеально подойдет. У них есть всего 1 неделя, чтобы добраться до нужной локации. В Республику Алтай въезжаем. Им необходимо придумать оригинальную концепцию. О, отлично, красота. И в абсолютно незнакомых условиях Здесь очень крутой спуск. создать музыкальный клип. Отчаянные клипмейкеры. Путешествие в Кызылчин. За день до начала проекта творческая группа собралась обсудить детали поездки. Итак, друзья, мы приступаем к созданию очередной серии отчаянных клипмейкеров. У нас есть день на подготовку и 7 дней на съемки. Возможно ли уложиться в столь короткие сроки? Какие у вас есть предложения по съемкам этого клипа? Режиссер клипов Тимур давно вынашивал одну идею. Снять его в стиле дизель-панк. Идея ребятам понравилась. Дизель-панк – это же, как я понимаю, пустыня и постапокалипсис. Администратор проекта Влад предложил снять клип в горах Горного Алтая. Мне кажется, это место идеально подойдет для съемок клипа для Айдара Хамзина. Что можете сказать по образу? Стилист проекта Ольга нашла интересное решение. Какие-то объемные, возможно, там с большими карманами штаны, накладки какие-то там на коленях, очки, вот эти вот сварочные большие очки. Гоголы их называют. И даже подсказала, где это недорого найти. Секонд-хенд и, как вариант, магазины спецодежды. Ясность у нас есть. Давайте приступать к реализации проекта. Без 5-6 по челябинскому времени. Ждем, когда Айдар выйдет из здания аэровокзала. После 2-часового перелета певца Айдара Хамзина ждал не отдых, а тяжелый подготовительный Как день. долетел? Хорошо. 2 часа, как 3 часа. Нужно было многое успеть. Найти необходимый реквизит. Если солнце ярко светит, самое то. Вы не поверите, ребят, но эти сапоги стоят 50 рублей. Посетить салон-парикмахерскую. Как в Москве? Записать вокальную партию трека, который был сочинен специально для данного проекта. И когда проснется... Утром ребята покинули Челябинск. Мы начали наше путешествие в рамках проекта «Отчаянные клипмейкеры». В первый день планировалось проехать 900 километров до Омска. Дорога не обещала быть легкой, но к такому повороту ребята явно были не готовы. Что это значит? Это значит, нам надо через Казахстан проехать. Пропустив нужный поворот, клипмейкеры оказались у пункта пропуска на границе с Казахстаном, а пересекать транзитом соседнее государство в планы творческой группы не входило. Радуй, пожалуйста. 110 километров туда надо, обратно ехать. Что они предпримут? Давайте назад все-таки поедем. Вернувшись на прежний курс, ребята не прогадали, так как их ожидало первое интересное знакомство. Надо? Может быть, не надо было, так неохотно идет. Привет. Куда едете? Ну мы прямо, нам нормально. Нам далеко, короче. Ну вот, садись, ладно. Правильно ли поступили ребята, подобрав незнакомую девушку? Ты так ко всем так легко садишься в машину? Нет. Не страшно? У вас просто доверчивые глаза. Выяснилось, что девушку зовут Наталья, и она едет в Новосибирск. Вот это Айдар, кстати. Его зовут Айдар. Это Тимур. Да, меня Тимур зовут. Это Глеб. А вы из какой отсюда? Ну, мы едем клип снимать, да, вот. Но творческое чутье клипмейкеров подсказывало, что планы девушки могут кардинально поменяться. Ну вот, ребята, мы приехали в Омск. В этом городе ребята остановились в гостях у родственников Айдара.
А рано утром команда клипмейкеров отправилась по намеченному маршруту. Горно-Алтайск. Путь пролегал через живописные места Сибири, что, вероятно, способствовало появлению романтических чувств в коллективе. Насколько отношения оператора Глеба и попутчицы Натальи будут способствовать достижению поставленной перед творческой группой задачи? И чем дольше ребята вместе находились в узком пространстве, тем больше возникало недопонимание по некоторым моментам. В Республику Алтай въезжаем. Уставшие от долгой дороги, молодые люди заселились в один из хостелов Горно-Алтайска. Если это по-алтайски, то мне не нравится. Москвич Айдар был не особо доволен условиями размещения, но других вариантов не было. Утро третьего дня. Не, ну вот это тут остановимся. Смотрите, через деревню вот так. Если бы не знакомство с Верой, то клипмейкерам пришлось бы несладко. Человек идет обычно 50 грамм на порцию, на прием. То есть воду вскипятили и Залили, да, закрыли крышкой. крышку Вот. залили в чем? Мисочек тоже нет? Мисок, только одноразовая Дойдите тарелка. до туристического магазина. Вера – профессиональный гид-проводник с многолетним опытом путешествий по Алтаю. Она не только показала на карте путь до Кызылчина, но и помогла не готовым к тяжелым походным условиям творческим людям собрать необходимое снаряжение. 480 на рубля. Нормально. Подкрепившись в местном кафе и докупив необходимый реквизит, ребята отправились в неизведанный для себя мир Горного Алтая. А вот мы на Марс едем. Да, приехали. А Аябас, это вы, да? Здравствуйте. О, ну, нормально. Ну, нашли, да? А где машину можно поставить? Благополучно добравшись до Кызылчина и разместившись в небольшом гостевом домике, клипмейкеры обсуждали сложившийся климат в коллективе. Они как бы в силу своего молодого характера, мне кажется, обиделись и точат зубки, сидят и ничего не хотят, да уже жалеют, что поехали. Но мне так кажется. Но хотя сейчас ночь, и мы очень долгое время находились в замкнутом пространстве, ехали, да? Поэтому завтра, я надеюсь, все с другим настроением проснутся. Все, батарейка кончилась. На каких словах? Привет, мы приехали. А на утро первого съемочного дня перед взором ребят предстал тот самый Кызылчин. Горы ярко-красного цвета. И они были именно такими, какими и представляли в начале пути. Занимаемся разбором Времени на реквизита. подготовку и организацию съемок было очень мало, поэтому все приходилось делать в спешке. Вещи из магазина спецодежды необходимо было доработать до постапокалиптического. Наталья, обладая яркой и оригинальной внешностью, в особых доработках почти не нуждалась.
Ну а роль отрицательного персонажа досталась второму оператору Глебу. Потому что мы заряжаем там батарейки, телефоны, электричества здесь нет. Заряженная энергией Алтая, полная оптимизма, команда отправилась делать первые дубли. Там будет герой у нас, женщина с ребенком, и в локациях апокалипсиса, так скажем. И вот мне нужно эти футболки замарать красной глиной, которая здесь в горах. Молодец, прямо старайся себе, помогай. Не все вошло в финальный вариант клипа. Бродяги возвращаются со съемок. Это юрта Аябаса, нашего друга, который нам здесь во всем помогает. Кызылчин – излюбленное место для туристов. Мы познакомились с семьей из Новосибирска. Глава семейства устроил для нас чайную церемонию. В благодарность Айдар спел башкирскую протяжную песню. Тауының ақ ташы. Где аплодисменты? На следующий день работа над клипом продолжилась. Новые идеи сразу же воплощались простыми и, как правило, подручными способами. А мы делаем реквизит для негодяя. Состариваем очки, делаем их дизель-панковскими. Давай, что-нибудь. Подразбить, наверное, надо. Во, отлично, красота вообще. Ну-ка. Разбились, да? Специально. Ух ты, вот как надо. Спонтанной идеей стало решение пригласить на съемки клипа семью смотрителя базы «Марс» Аябаса Митреева. Да, отлично. Все, давай, работаем. Все, уходи. Они прекрасно справлялись с поставленными режиссерскими задачами. Прячься. И выглядывай. В камеру смотри. И снимай маску. И туда смотри на него. Для меня очень было интересно сниматься в клипе. И для дочки тоже очень. Она прям рада. Айсана, как тебе? Понравился клип сниматься? Да? Еще будешь, если мы приедем? Да? Ну ладно, молодец. Успехов тебе. Спасибо вам большое. Вечером знакомство с этническими традициями коренных народов Алтая Расскажите, продолжилось. какие-нибудь есть магические места на Алтае? Какие-нибудь такие? Ну, вы, в принципе, в одном из них находитесь сейчас. Вот Красные горы, да, вот эти, да, нас туда бабушка не пускала. Там, раньше Красная Волчица жила вон там. Туда, говорит, приезжали шаманы местные и красили свои бубны этими красками. И они, говорит, там еще выполняли свои ритуалы, обряды и как бы возвысили вот эту землю. Либо начало, либо конец просто задевают. Аябас рассказывал, что это место самое сухое на Горном Алтае, и вероятность осадков очень мала. Чаганузу. Если небо полностью затянуто, у нас просто вот так тучки там над нами, дождя нету. Иногда даже солнышко проглядывает, у нас солнечно, а там уже дождь идет, ливень. На следующее утро духи Красных гор решили дать съемочной группе понять, кто в этом доме хозяин. Съемки оказались на грани срыва. У нас, короче, не снято 2 эпизода еще, очень важно для клипа. А погода, как видите, испортилась. Мы не можем летать на квадрокоптере, мы не можем зажигать фаеры. И скалы, там, где мы планировали, выбрали локацию,
стали скользкие. Ну, в общем, не получается. Третий день пребывания на Кызылчине. Сегодня мы идем снимать очень сложную сцену, драки. Времени у нас мало, всего лишь где-то 2 часа от силы. Много ли можно успеть снять за 2 часа? Стоп. Если есть вдохновение, талантливый, дружный коллектив, то возможно все. Глеб, остановишься за ним и провожаешь взглядом. Сцена борьбы героя и антагониста – ключевой момент клипа. Интеллигентный Айдар в жизни мухи не обидит. Но перед камерой певец преображался и демонстрировал самые мужественные черты характера своего героя. Сейчас мы вон в каких горах находимся. У Айдара сложная задача – это добраться вон до той скалы, чтобы получился хороший кадр. Здесь очень крутой спуск. И Айдар как на санках буквально катится здесь. Съемки приближались к завершению. Осталось совершить пару пейзажных пролетов квадрокоптера и снять финальную сцену клипа. Выставляй широко. Коптер красавец. Кадры с Телингитом в национальном костюме завершали 3-дневный съемочный марафон. Айдар, коробочку ко мне, чтобы орнамент я бы его видел. Просто кистью разверни, кистью. Не надо вниз руки опускать. Стоп. Смотри, сначала на него, потом на него. Сейчас наш режиссер готовится к последнему кадру. Банда бандитов проезжает мимо главных героев. Ну а финальным аккордом стали кадры с джипом. Накануне вечером на ночевку приехали туристы из Барнаула. Мы тут договорились с ребятами из Барнаула, с Новосибирска, местные. Они заинтересовались творчеством ребят и согласились помочь. Круто! Вообще отлично! Все, снято! За 3 дня в незнакомых условиях, с незнакомыми людьми, без сценария и репетиций создавать музыкальное видео – задача трудная, но оказалась по плечу отчаянным клипмейкерам. Проделав большой путь, приложив колоссальные творческие усилия, команде удалось реализовать задуманное. Отчаянные клипмейкеры. Путешествие в Кызылчин. Қалған тамырында қаны мәңгілікке кипкен қулыштаны Жүрегінде янмай ұтталпанып Янарталдан хүнген құт ялтаны Қояш күйдірмәсін мені Қояш ярлықасы мені Күгім Ишет мені Ендар артынан югірім Сикілдар яға табан Тамсы өмір бүләк етсе меңе Әйтілмәген күдар әлі қалған Ендар артынан югірім Сикілдар яға табан Тамсы өмір бүләк етсе меңе Әйтілмәген күдар әлі қалған Көңілімдің сүлігінен гиден Яңғырлықта әйленгендей ғалам Яраларға толған қайнар ташқын Татып қалған төтлі өмір ташқын Қояш күйдірмәсін мені Қояш ярлықасы мені Күгім Ишет мені Ендар артынан югірім Сикілдар яға табан Тамсы өмір бүләк етсе меңе Әйтілмәген күдар әлі қалған Ендар
дарьяға табан тапсыр өмір бөлек етсе мені айтынайға көтер әлі қалған кетер артынан жүгірем сиқыр дарьяға табан тапсыр өмір бөлек етсе мені айтынайға көтер әлі қалған. У нас тут произошло, что начала съедать внутреннюю часть колеса. И она корт полезла. До дома вы точно не доедете на нем. Вам меняйте на шину. Да. С колеса. Это с колеса. Смотрите, какие красивые леса. А это с колеса.